Уже сейчас идет активный сбор вопросов от жителей республики. Прием обращений начался в конце октября и продолжится до конца эфира. Связаться с организаторами и оставить свой вопрос можно по номеру 8 962 640 86 66 в мессенджерах Макс, Telegram и WhatsApp. Также для удобства граждан работает специальный чат-бот в Telegram. Вот мы конкретно ЦУР, мы разработали чат-бот на базе Телеграма, через который можно отправлять обращения на прямой эфир главы. Данный чат-бот позволяет отправлять как текстовые обращения, так и обращения в формате видео. На сегодняшний день обращения уже идут, мы их видим. Жители достаточно активно стараются выйти на коммуникацию с главой. Со своей стороны хотел бы дополнительно призвать людей, чтобы прямой эфир был максимально интересным и продуктивным. Задавайте больше вопросов. Прямой диалог с главой региона запланирован на 17:00. Он пройдет в студии национального телеканала «Магаз». Но увидеть и услышать трансляцию сможет каждый желающий, независимо от места проживания и предпочтений в медиа. Трансляция будет вестись не только в эфире национального ТВ, но и на всех его цифровых площадках. Кроме того, за прямой линией можно будет следить в официальной группе главы Ингушетии ВКонтакте. Для тех, кто за рулем или предпочитает радио, эфир будет доступен на национальном радио на волне 88,8 FM. Параллельно с приемом сообщений от граждан, Центр управления регионом ведет постоянный мониторинг публикаций и комментариев в соцсетях. Мы анализируем сейчас весь 2025 год, все обращения, которые поступали в течение этого года, и выводим аналитику непосредственно для главы, чтобы у него было четкое видение проблем и болей жителей. И, соответственно, даже если люди не обращаются непосредственно по определенным каналам связи, которые были подготовлены для этого, и конкретно для этого прямого эфира, мы все равно их услышим, даже если они напишут в комментариях в социальных сетях. Особенность этой прямой линии – формат здесь и сейчас. В студии вместе с главой республики будут присутствовать те, от кого напрямую зависит решение многих проблем – главы муниципальных районов и населенных пунктов, а также руководители ключевых министерств и ведомств республики. Это значит, что многие вопросы могут найти свое решение максимально оперативно. Так, большинство просьб и обращений, прозвучавших из уст жителей на прямой линии 2024 года, не остались без внимания. По итогам эфира серьезно обновили и расширили маршрут сеть Ингуш-транспорта. Распоряжением правительства Российской Федерации выделили 250 миллионов рублей на закупку 30 единиц автобусов среднего класса марки ПАС «Вектор Next». Часто приятно, да. На грязь бы, чего грязь бы, каждый грязь. Там очень грязь, он вас так деревы. Решены вопросы благоустройства дорог и парков, а также проблемы энергоснабжения в самых разных населенных пунктах. Особое внимание, конечно, уделили семьям бойцов специальной военной операции. Айна Мальсагова – мать геройски погибшего участника СВО. Дом женщины аварийный, всех жильцов расселили. Айне Касумовне досталась квартира в 105-м микрорайоне, в 14-м доме на 9-м этаже. Во время прямой линии с главой республики женщина поделилась, что в силу своего возраста и боязни высоты согласиться на этот вариант она не может. Глава региона отреагировал сразу. Почти год назад Айна Мальсагова получила ключи от новой трехкомнатной квартиры общей площадью 100 квадратных метров. Сахан квартиры 6 квадратных метров Мария Замигер, яры ях квартиры паргатес хосирды дикие хосметишкие ариазиса сона теркуер лярхлярхер баркал алурсон сахал диариасалтена. А в Датыхе для решения проблемы жителей понадобилось всего 2 дня. Здесь из-за внештатной аварии линия связи была повреждена, связи не было. С просьбой к главе республики во время прямой линии обратился уважаемый в селе активист Магомед Пидиев. В течение 2 дней ремонтные бригады определили место повреждения линии связи и восстановили ее. Связь замча уахча ещё тагны госуслугушка вест банковский перевод же уехали банк халмади век цифровизации мивен проблема лишь прямой линии Улчхан Махмуд Али тадил дилахчара вопрос яхтайр ас баркл аллор сун мехдиана министра цифрового развития Ростелеком Хакимшты
Таким образом, прямая линия – это не просто разговор с руководителем региона, а действенный инструмент обратной связи и решения конкретных проблем. Это диалог, от эффективности которого зачастую зависит качество жизни в республике. Поэтому 11 ноября в 17:00 включите телеканал «Магаз», настройте радио на волну 88,8 FM или зайдите на официальные страницы в соцсетях. Ваш вопрос может стать тем самым, который изменит жизнь целого района, города или села к лучшему. Хадиджа Ивлуева, Магаз 24.